Надо сказать, что Советский Союз сделал очень много для того, чтобы вызвать негативное отношение к себе со стороны крымско-татарского народа, потому что есть разные подходы к самой концепции геноцида относительно крымских татар. У нас на официальном уровне украинское государство признало, что депортация является геноцидом. Это понятно, потому что было совершено тотальное выселение, погибло, там, только по данным НКВД в первые годы погибло больше 20% крымских татар в местах спецпоселений. По самопереписи мы знаем, цифра еще больше, 46%. То есть здесь понятно и обосновано. Но есть и подход к понятию геноцида крымских татар, который базируется, собственно, на подходах автора концепции геноцида, на похожих подходах. Рафаэля Лимкина, это юрист, еврей из Польши, который, например, говорил о том, что геноцид украинцев – это не только Голодомор 1933 года, а он говорил, что это и уничтожение интеллигенции, уничтожение церквей, Голодомор 1933 года, и вот это все в целом и дает полную картину геноцида. Так вот, если говорить о крымских татарах, то мы увидим тоже достаточно удручающую картину поведения советской власти после короткого периода татаризации 20-х годов. Уже в 1928 году уничтожен глава ЦИК Вели Ибраимов, начинается дело Милли Фирка, по которому прошел цвет крымско-татарской интеллигенции, политической элиты, и многие из них тогда уже были приговорены к смертной казни, которая была заменена на 10 лет. Но большинство это не спасло, потому что потом были волны следующие репрессии. 1937 год большинство из тех, кто проходил по делу Милли Фирка в 1929 году, они не пережили. Были репрессии в 30-е годы против, они начались с конца 20-х, но в 30-е годы тоже был один из пиков по уничтожению мусульманского духовенства, по преследованию верующих. Были просто такие случаи, когда человек читал Коран в своем доме, приглашал людей, и эти люди осуждались там, на 10 лет и даже к расстрелу. Сегодня то же самое, сегодня это все повторяется. Да, сегодня мы, к сожалению, видим такой ремейк, немножко в более мягкой форме, но суть вот такая античеловеческая, она, конечно, сохраняется, дикая для нас, когда мы живем в условиях свободы. И вот читать то, что сегодня происходит с нашими согражданами во время на оккупированном Крыму, это, конечно, просто очень такое испытание для нервов, когда за какие-то, в общем-то, вещи, которые вполне допустимы в свободном обществе, люди жесточайшим образом преследуются в сегодняшнем Крыму. Но вот если возвращаться как раз к 30-м годам, то советская власть в конце 20-х, особенно в 30-е годы, уничтожила едва ли не полностью большую часть крымско-татарской политической элиты, крымско-татарской интеллигенции, духовенства. И это была вот такая уже либо часть геноцида по моему мнению, либо вот такая прелюдия к геноциду, который произошел в 1944 году.